Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба в эфире еженедельная передача «Вокруг Абхазии». Мы рассказываем о важных событиях во внешней политике, заметных мировых новостях, приводим мнения экспертов, анализируем происходящее. Итак, начнем. Вице-президент США Джей Ди Венс нанес визит в Армению и Азербайджан 9-11 февраля в качестве доверенного лица президента, чтобы подчеркнуть значимость проекта Trump Route for International Peace and Prosperity – маршрут Трампа для международного мира и процветания. Венс привез конкретные в кавычках подарки: соглашения о поставках суперкомпьютеров и систем искусственного интеллекта, сотрудничестве в атомной энергетике и поставках дронов в системе ПВО для Армении. Азербайджану перепали патрульные катера и инвестиции в $175 миллионов в том самом маршруте Трампа. В плане геополитики поездка Венса – это, так сказать, демонстрация флага о том, что регион теперь входит в зону прямых интересов США, которые через прямое управление маршрутом Трампа получают возможность контролировать Россию и базу в Гюмри и Иран. Кремль демонстрирует невозмутимость. Пресс-атташе Дмитрий Песков заявил, что Армения и Азербайджан – суверенные государства, имеющие право на свою внешнюю политику. Он подчеркнул, что Россия намерена и дальше развивать глубокие связи с обеими странами во всех сферах. Россия-то готова, но готовы ли Ереван и Баку, задается вопросом обозреватель издания «Евразия Дейли» Любовь Степушова. Спокойствие Москвы, по ее мнению, мнимое, и за ним скрываются потеря позиций в Закавказье и рост угроз для безопасности России. Для Ирана создание коридорного маршрута Трампа также является острой проблемой, которую в Тегеране, не стесняясь, в отличие от Москвы, называют геополитическим удушением. Советник верховного лидера Олег Бар-Вилляти прямо заявил, что Иран будет блокировать инициативу создания коридора с Россией или без нее. По мнению эксперта, существует три основных сценария, при которых американцев могут прижать или выдавить из региона, так как их позиции уязвимы из-за географического фактора, нет общих границ, и отсутствия времени. Первый со стороны Ирана. Он обладает огромным опытом прокси-войн и может дестабилизировать Сюник, через который идет пресловутый маршрут, через подконтрольные группировки или кибератаки, делая его небезопасным для инвестиций. Иран может перекрыть свои транзитные пути для Армении, поставив Ереван в полную зависимость от американского коридора, который еще не достроен. Второй со стороны России, которая сохраняет мощные рычаги влияния на Армению. Москва может объявить о внеплановом техническом ремонте газораспределительной сети Армении, которая на 100% принадлежит Газпрому Армении, дочке российского Газпрома, или резко поднять цену до рыночного уровня. Это приведет к остановке армянских ТЭС, которые дают около 40% электроэнергии страны. Россия также может приостановить поставки топлива Мецаморской атомной электростанции, которая обеспечивает около 30% электричества. Даже при наличии амбициозных планов США по строительству в Армении малых ядерных реакторов, этот процесс займет 10-15 лет, а энергетический коллапс можно устроить за неделю. Так как вся железнодорожная сеть Армении находится в концессионном управлении российских железных дорог, до 2038 года Россия может остановить движение поездов, сославшись на забастовки, поломки или реорганизацию. Это парализует внутренние перевозки грузов, необходимых для американских строек. Также эксперты отмечают, что уязвима и единственная сухопутная дорога, связывающая Армению с внешним миром через Грузию, Верхний Ларс и Россию, что ставит полки армянских магазинов пустыми за считанные дни. В своем анализе ситуации Степушова не забыла и о том, что Армения имеет значительную задолженность перед Россией, в том числе по оборонным кредитам. Требование немедленной выплаты или арест счетов госпредприятий в российских банках ударит по бюджету страны. Многие скажут, что это не наш метод, отмечает она, но пора уже снимать розовые очки, уверенный эксперт. Россию США пытаются сломать в экономической блокаде, провоцируя ядерную войну, заходя на ее исторические территории. Но какие
Красные линии у Кремля – это одному Богу известно. Видимо, как и на Украине, это объявление Армении о вступлении в НАТО ниже уровнем выдворения базы из Гюмри и национализация российской собственности, задается вопросом обозреватель. Главная слабость американцев – это время. Если к 2028 году в США сменится администрация или фокус внимания Вашингтона переключится на Тайвань или внутренние проблемы, Армения может остаться одна против разъяренных соседей, в том числе Азербайджана с недостроенными коридором и испорченными отношениями, заключает обозреватель. К другим темам. Примирительная речь Марко Рубио и попытка восстановить единство западного мира. В Мюнхене прошла очередная конференция по безопасности. В США предложили союзникам меняться в отношении Украины. В отличие от Дональда Трампа, глава Госдепа продемонстрировал менее позитивный настрой, однако пообещал последовательно добиваться мира. Итогом нынешней Мюнхенской конференции по безопасности можно считать попытку восстановить единство западного мира, считает политический обозреватель «Коммерсант» Дмитрий Дризе. Главный спикер форума Марко Рубио, как и предполагалось, ранее выступил с примирительной речью, в отличие от вице-президента Джей Ди Венса, который год назад буквально взорвал аудиторию. Госсекретарь сделал коллегам немало комплиментов, говорил об общих объединяющих ценностях, при этом четко дал понять, что Америка от своего курса не отступит. При этом США по-прежнему считают и Европу своим основным союзником, поддерживают НАТО и другие общие структуры. Тем не менее, друзья должны, в частности, отойти от идеи глобального равенства и вернуть в качестве приоритета защиту собственных интересов, включая торговлю и национальную безопасность. Теперь, что касается Украины и России, госсекретарь Соединенных Штатов отметил, что Белый дом твердо намерен добиваться мира. Однако, в отличие от шефа Дональда Трампа, Марко Рубио не столь оптимистичен в оценках. В Вашингтоне нет четкой уверенности, насколько серьезно Москва настроена на прекращение огня. Одновременно США, судя по всему, продолжают вооружать Киев и снабжать его разведданными. Также периодически вводятся санкции. Глава Госдепа встретился с Владимиром Зеленским. О чем говорили, в принципе, неважно. Сам факт является показательным. Рубио дает понять, что предстоящие переговоры в Женеве многое покажут. Хотя госсекретарь в них не участвует, сложно сказать, насколько его точка зрения учитывается при принятии соответствующих решений. Пока кажется, что новый раунд – это прежде всего набор идей, которыми предполагается обменяться. Но вернемся к Европе. Судя по всему, им нравится быть обиженными и уязвленными. А что касается реальных дел, с этим по-прежнему все непросто. Представлять серьезные гарантии безопасности Киеву без Америки союзники не готовы. Канал связи с Россией, который грозится организовать Эммануэль Макрон, если даже и заработает, непонятно, какой от него будет толк. Очень может быть, что никакого, уверен эксперт. Трамп же со своей политикой бульдозера совсем, конечно, не идеален, но все-таки реальные дела лучше бесконечных пустых разговоров. В результате получается, что Мюнхенская конференция есть, а безопасности больше нет. В качестве доказательства сейчас острая тема осуждения – недавние учения НАТО в Эстонии, когда приглашенные украинские военные за день уничтожили 2 батальона условного противника из 12 натовских стран. Непонятно, кто кому в такой ситуации должен предоставлять указанные выше гарантии безопасности. Газета «Политико» также считает, что на Мюнхенской конференции по безопасности участники не смогли договориться о будущем сотрудничестве США и Европы после разрушения прежних связей. Мюнхенская конференция по безопасности продемонстрировала глубокий кризис в отношениях между США и Европой, сообщает РИА Новость со ссылкой на публикацию газеты «Политика». По данным издания, старый порядок, определявший связи двух сторон Атлантики десятилетиями, фактически разрушен, а участники встречи не смогли прийти к консенсусу о будущем этих отношений. США были менее агрессивны, чем год назад, но встреча показала, что хотя альянс продолжает функционировать, старый порядок, который связывал две стороны Атлантики на протяжении десятилетий, разрушен. Нет консенсуса о том, как отношения могут развиваться дальше, учитывая регулярные потрясения, говорится в материале «Политика». Эти темы мы обсудили с политологом Бесланом Камке. Предлагаем вам интервью с ним.
Приветствуем вас, Беслан Астамурович, студия Абхазского телевидения. Прежде всего, мы хотели бы поговорить о визите Джей Ди Венса на Южный Кавказ, о его целях, об итогах этого визита. Что можно было бы уже сейчас говорить? Да, очень много сказано про это, начиная от того, что это историческое, событийное, так сказать, и меняющее архитектуру геополитики Южного Кавказа и все такое. Да. Ну, есть тут форма и содержание, будем так говорить. Вот по форме, в общем-то, все, так сказать, высокого такого уровня, и прием осуществился на высоком уровне. И поддержка, и слова сказаны, так сказать, все, так сказать. Ну, вот речь идет еще об содержании, о гарантиях исполнения тех, скажем так, обещаний, тех намерений, которые, в общем, было высказано. Ну, речь идет о том, что, ну, например, Армении предоставляется малая атомная энергетика, модульного такого, сказать, конструкции модульные, да, они большие, они обеспечивают не всю страну, а регионы. Вот насколько они могут быть реализованы в силу того, что еще они, в общем-то, находятся на бумаге, то есть они еще не существуют в реальности, и более того, они еще и не лицензированы, и все такое. То есть есть специалисты, которые, в общем-то, проанализировали такие моменты, где сказанные вещи, обещанные, они являются просто пока намерениями. И, в общем, что касается военной помощи, разведывательные дроны, которые Армении передаются, не передаются, а предоставляются на закупку, да, они, конечно, представляют угрозу такую, так сказать, потому что из них можно с помощью них можно наводить ракеты дальнего радиуса действия, да, вот это Хаймарсы и тому подобное. Ну, что касается того, что сказано было в Армении о поддержке, политической поддержке кандидата на выборах, знаете, что Пашинян вообще будут выборы парламентские, естественно, парламентские выборы будут определять главу государства. Да. И здесь было прямо сказано Диджи-Вейсом о том, что американским кандидатом является Пашинян. Ну вот, что вот можно заметить, на мой взгляд, вот все, что сказано прогрессивного в адрес урегулирования мирного решения вопросов между Арменией и Азербайджаном, оно персонифицируется американским лидером. То есть мир исходит от двух личностей, получается. Вот персонификация Пашинян и Алиев, вот они являются, вот, ну, скажем так, от них все исходит. Тут от них все исходит, начало и конец. Вот все остальное, что есть страна, есть культура, есть население, есть в конце концов политический выбор, свобода того электората, который может быть в сложных ситуациях, может выбрать и другую кандидата. То есть все определено двумя вот этими личностями. Вы имеете в виду, что все остальное как будто бы игнорируется? Да, как будто бы их нет. Вот нет страны, нет электората, который может оказаться вот в роли субъекта. Вот такого ощущения нету. То есть все решается двумя лидерами, да. Ну, в общем, что касается азербайджанского визита Диджи Венса, там заключена хартия о стратегическом партнерстве. Эта хартия, оно уже стало как бы обычным явлением, потому что хартия подписана, такие хартии о стратегическом партнерстве и в Грузии в 2009 году, и во множестве стран. То есть это обычная, может быть, она обычным стала хартия о стратегическом партнерстве, потому что она включает, в принципе, основные правила дипломатии, нормального, так сказать, ну, на предвидении какой-то дальний проект во времени. Но, тем не менее, это, в общем-то, особо ничего не дает. Это тоже намерение, в принципе, да. Ну, в общем, визит Венса, в общем, сыграл какую роль? Показать о том, что Соединенные Штаты, для них большую роль играет Южный Кавказ в контексте противостояния и сдерживания Ирана и России. Вот этот момент, он больше присутствует. Так, как бы он больше направлен на
политику сдерживания больших игроков, как Иран и Россия, я бы так сказал, да. А как вам кажется, то, что, так как мы все понимаем, что этот визит — это часть так называемого маршрута Трампа, да, и вот как будто бы в Москве заявляют такие довольно спокойно об этом говорят. Вот Песков, например, сказал, что это внутреннее дело, там какие-то встречи происходят, это суверенное государство. Но действительно ли это такое спокойствие по этому поводу? Да, вы хорошо напомнили мне о том, что главный вопрос, одним из главных вопросов это продвижение маршрута Трампа, да, коридора, торгового коридора. Да, действительно, этот коридор, он играет большую стратегическую роль, но тем не менее он задевает интересы Ирана и России, конечно, безусловно. И Грузию тоже в том числе, потому что, ну, если со стороны Ирана, то тот маршрут, который существует сейчас у Азербайджана, оно через Иран проходит, соединяет, вот именно по Ирану проходит транспортный коридор. Естественно, при наличии уже более совершенного, естественно, Иран теряет свои доходы от этого коридора, который существует. Раз. И Грузия также теряет многое, потому что основным транзитным коридором считается Грузия пока еще. Но в связи с возникновением или осуществлением этого проекта, ну, грузинский проект становится немножко дорогим. Да, что касается России, так же, как это запланировано как бы в обход России, этот маршрут Трампа, ну, на самом деле, как реально в будущем, Россия не может быть выключена из этого. То есть это будет невыгодно, потому что ресурсы природные и энергетические, они находятся на севере. То есть было бы наивно выключать Россию, отключать Россию от этого проекта. Вот. Более того, у России свой проект есть еще север-юг, который он проходит через Иран, он может актуализироваться. Более того, мне кажется, что не кажется, но более реалистичная картина становится усиление транзитной роли на территории Абхазии. Да, об этом Да. тоже много говорят. Да, и военно-политическое значение, военно-экономическое значение обретает, например, порт Очимчире. Он будет углубляться, усиливаться, ну вот как одно из, скажем так, альтернативных, так сказать, вот моментов, да. Но при этом, между прочим, в ответ на это, на вот эти транзитные возможности, которые тоже в Москве сейчас об этом заговорили, в России, но в то же время в Грузии отрицают это все и говорят, что это невозможно, транзит заблокирован. Вот, так что не думаю, что там тоже, как вы считаете, так ли это все просто осуществимо? Да, вопрос ставится, конечно, в прежнем ключе, пока Грузия, так сказать, скажем, не вернет территории, как они считают, да, в общем. Но я думаю, что прагматические и реалистические обстоятельства, они сделают, ну, пробивают свой путь, как есть реал-политика, да, где, скажем, для Грузии в нынешней ситуации, когда активизируется геополитический статус Армении и Азербайджана, у Грузии остается тоже, она будет искать, вот, скажем, свое место вот в этом южном регионе. И я думаю, ее нейтральный статус, он бы мог обеспечить много положительного для самой Грузии. Вот, скажем, равноудаленность, многовекторность, если это, может быть, положительно повлияет на ее социально-экономический и политический статус. Очень интересно. Теперь немного о другой теме, о Мюнхенской конференции по безопасности, которая только что прошла. Она, вот как вам кажется, каковы ее итоги? Да, и там Мюнхенская конференция, если вот так очень коротко, основной доклад, он называется «Процессы разрушения». Процессе упадка. Речь идет о упадке международных институтов, о упадке международного права
и переход к двусторонним отношениям. Больше не существует альянсов, международных институтов, да вообще не существует уже правил, как они утверждаются в этом докладе. Разрушился тот миропорядок, который был устроен с середины 20 века, 45 Да, года. после Второй мировой, Да, и вот этот мир уже не характеризуется никаким порядком, то есть уже порядка нет, уже старого порядка нет. И вот это в процессе создания нового, пока еще и нового нет. И вот Европа ищет свою субъектность, она должна вот, найти свое место в этом мире, и не случайно создаются вот, европейский, уже чисто европейский альянс, туда около 30 государств определились уже, вот, вне, конечно, трансатлантического союза, который, в общем-то, уже не спасти, оно уже не существует, его тоже, как бы Рубио в своем докладе говорит о том, что да, мы являемся частью европейской, мы ваши дети, европейцы, мы ваши дети, мы выходцы из Европы, но будущее определяться будет уже вызовами, касающиеся Соединенных Штатов. И это определит союз уже с Европой. Если Европа будет учитывать эти обстоятельства, которые касаются вызовов Америки. У Америки появились другие вызовы в других континентах, и поэтому американцы и способы разрешения, и установления или определения своего места в этом мире, оно становится главенствующим. И это не случайно формула «Америка прежде всего», оно ориентировано против либерального глобалистского мира, либерального типа, оно ориентировано на приоритет национального суверенитета. Америка, прежде всего, это означает, государство само будет определять ее интересы, ее национальные приоритеты, и оно будет самостоятельно вот определять вот свое место. Ну, если оно будет, конечно, будет понято, еще раз Рубио подчеркивает, понято европейцами, то в этом случае будет заключен союз. То есть на условиях Соединенных Штатов возможен еще трансатлантический союз. Ну, это понятно, что этому сложно быть. Поэтому Мюнхенская конференция, она реалистично довольно-таки поставила оценку о том, в каком положении мир находится, международные отношения находятся в состоянии кризиса, в поисках новой конфигурации. И, в общем-то, вот я думаю, что здесь проблема. Да, более того, в этой Мюнхенской конференции новым является то, что основной проблемой считается не внешние угрозы, не Россия, не Китай для Европы, а внутренние проблемы. Внутренний кризис демократии, кризис электорального поведения, кризис доверия, что, в принципе, было сказано Венсом в прошлом году в Мюнхенской конференции, в его речи. Довольно было, жестко сказано. Да, оно было озвучено, что проблема европейских стран заключается не во внешних угрозах, а во внутренних проблемах. В принципе, подтверждение или признание об этом произошло вот в этом докладе, основном докладе, вот в этой Мюнхенской конференции. Так что есть понимание реальности. Ну, конечно же, остались прежние притязания на то, чтобы победить вот режиму на Украине. Сдерживание России остается также проблемой номер один. Но в то же самое время есть какие-то моменты, которые дают надежду на то, что будет рационализирована политосфера в самой Европе, в Европейском Союзе, что может быть предпосылкой для разрешения и проблемы мира вот на Украине. Большое спасибо, что пришли и ответили на наш вопрос. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.